задавать вопросы. Брუნდების სტუდიაში ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში ბულგარეთიდან ბულგარეთის ყოფილი პრეზიდენტობის კანდიდატი და პროფესორი პლამენ პასკოვი. პატრონ პლამენ, მოგესალმებით. მინდა რომ თქვენთან დავიწყო საუბარი საქართველოს და საქართველოს პოლიტიკაზე, როგორ ჩანს ეს ყველაფერი ევროკავშირიდან ჩვენ ბოლო პერიოდში ვნახეთ უპრეცედენტო მხარდაჭერა როგორც ევროკავშირის მხრიდან, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან და განსაკუთრებით ხალხსასმელია რომ ეს მხარდაჭერა ვლინდება არჩევნებამდე თქვენ ნახევარს ადრე რაც ეწინააღმდეგება დამკვირვებულ и, как правило, это не делается. периодში თუმცა დღეს ამას არ ხედავთ ეს ნორმა დაიღო. исключение, и как вы можете объяснить это исключение? Ответ следующий. Евросоюз это не то, что должен быть указом для Грузии. Почему? Потому что Евросоюз не создавался, вернее, этот нынешний Евросоюз, который сейчас функционирует, это не есть Евросоюз стран, государств, бизнесов и народов Евросоюза. Этот Евросоюз является внешнеуправляемым англосаксонским геополитическим проектом, который подчинил страны правительства и народы Европы под внешний, другой, совершенно не совпадающий с интересами народов, стран, бизнесов, государств и правительств Европы. Если вспомнить Лиссабонский договор 2008 года, который отнял фактически национальный суверенитет у правительств Старой Европы, в том числе и Западной Европы, и потом дополнительно, постепенно этот процесс утягощался дополнительной зачисткой суверенитета, то бишь правом принимать решения в свою пользу для своей территории, для своего народа, для своих государств, то сразу становится понятно, что нынешний Евросоюз, который мы сейчас обсуждаем, какие оценки он дает для деятельности Грузии, внешнеполитические, внутриполитические действия в Грузии, никоим образом не должен и не может являться указом для партий, для стран, для Грузии, для народа Грузии, для государственных интересов Грузии по той простой причине, что нынешний Евросоюз произносит не то, что думают эти еврочиновники, а то, что им это продиктовано мультинациональными компаниями и внешними операторами, которые контролируют всей деятельности Евросоюза. То есть этот Евросоюз произносит не то, что выгодно, нужно, полезно, важно для Грузии и для грузин. Они произносят то, что выгодно, нужно и важно тем мультинациональным операторам, которые являются бенефициентами после того, как была захвачена вся Восточная Европа после развала Советского Союза. И для того, чтобы вы меня поняли цифрами, я вам скажу вот следующую интересную статистику. В 1986 году Комиссия бедности к ЮНЕСКО сделала исследование на территории Восточной Европы, до Урала, до географической Европы, то бишь восточноевропейские страны, которые были тогда присоюзны к Советскому Союзу, и на европейские части Советского Союза, в который, естественно, тогда входила и Грузия. 1986 год эта комиссия нашла по тем критериям 14 миллионов бедных. Та же самая комиссия 10 лет спустя, 1996 год, провела то же самое исследование по тем же самым критериям для той же самой территории, для тех же самых народов. Обнаружено было 168 миллионов бедных. Разница всего за 10 лет от 168 миллионов бедных до 14 миллионов бедных – это 154 миллиона новых бедных. Вопрос, кому, по-вашему, досталось личное, даже в том числе имущество этих людей? Не будем говорить о деиндустриализации, о разрушении экономики, о разрушении промышленности, о разрушении суверенитета, о разрушении инфраструктуры и обо всех остальных, в том числе и военных страшных поражений, бед и страданий, которые вылились на все эти народы. Ответ естественный. Значит, господин Пламен, мы сегодня реально видим, что Михаил Саакашвили, который является бывшим президентом, кто в розыске, у него нет гражданства Грузии, он
проводит свою предвыборную кампанию из Украины. Какой-то стандарт. Слышали ли вы о таком прецеденте? И как такое действие совпадает с европейскими стандартами? Нет такого понятия, как европейские стандарты. Есть колониальные политики, которые допускают в том числе и ту экзотику, которую мы сейчас обсуждаем. Потому что это не первый раз, когда какой-то беглый политик задействуется внешними колониальными интересами, управлением, и он начинает влиять или пытаться участвовать во внутренней политике страны внешнеуправляемым способом. Не надо забывать, что Михаил Саакашвили на самом деле является не только бывшим грузинским гражданином и не только настоящим гражданином Украины, но и американским гражданином, что ему позволило даже после того, как эпизодически у него отняли на время украинского паспорта, он со стороны Польши, пользуясь именно американским своим паспортом, вторгся на территорию Украины и устроил вот эту небольшую, очень интересную водевильную политическую заварушку, которая в это время достаточно широко освещалась. То есть факт тот, что Михаил Саакашвили используется в качестве внешнеуправляемого и внешнего пока что политического инструмента для влияния внутренних политических процессов в Грузии, это не есть экзотика. Подобное было, если помните, в Венесуэле с этим так называемым Хуаном Гуайдо. Подобное сейчас происходит в Белоруссии с так называемой Светланой Тихановской, которая не находится на территории Белоруссии, но типа влияет и участвует как уважаемый, как политически значимый человек на разные там ритуальные завтраки в Брюсселе, выступает, соответственно, и дает ценные указания для населения внутри Беларуси, что делать и как делать. То есть то, что вам кажется, наверное, недопустимой и даже нелогичной экзотикой, политической экзотикой, вот это влияние Михаила Саакашвили на процессы в Грузии, к сожалению или к счастью, это вопрос философский, это не есть исключение. Такое применяется, но применяется, заметьте, единственное только для несуверенных стран. Подобное происходило и в сторону моей родной Болгарии, поэтому я никоим образом не хочу оскорблять ни население, ни народ Грузии. Это просто часть колониальных инструментов и механизмов, которые применяются для разных территорий в зависимости от интересов, целей и задач, которые поставил себе внешний оператор. Батон Пламен, господин Пламен, одно, когда фактор Саакашвили на международном, на международной арене, на его роль в Украине, и как нужно оценивать вот жест Украины, официальные структуры Украины, как оценивать их жест, назначение его человека, который находится в розыске на высокую должность, и в то же время Украина и Грузия являются стратегическими партнерами, и вот вы, как независимый эксперт, можете объективно оценить действия Украины. Как вы можете оценить действия Украины в этом случае? В свое время один американский президент сказал по поводу бывшего латиноамериканского президента Анастасио Сомоса, что это сукин сын, но это наш сукин сын, и, соответственно, раз это наш сукин сын, мы будем его поддерживать в тех действиях, которые мы ему обозначили, что он должен сделать для нас. Соответственно, если брать в учет факт, что все страны Восточной Европы, в том числе и Болгария, в том числе и Украина, в том числе и Грузия, в том числе и Россия являются внешнеуправляемыми колониями со всеми инструментами, которые обычно уже не так видны для простых обывателей, но которые действуют намного жестче, чем даже прямая военная оккупация в этих странах, то становится понятно, что это не решение у суверенного украинского правительства задействовать Михаила Саакашвили в каких-то политических функциях, в том числе и против Грузии. Так называемому украинскому правительству, которое является абсолютно внешнеуправляемым, причем не только под дудкой Соединенных Штатов Америки, а конкретно под демократической партией Соединенных Штатов Америки, они вменили, особенно после 2014 года, определенный политический функционал и линию поведения
поведении. Если вы заметили, как раз именно тогда появилась на политического небосклона Украины политическая звезда Михаила Саакашвили, который в это время был уже персоной нон-грата в Грузии. То есть то, что они назначили ему определенным политическим функционалом и для Украины, и для Грузии, является не его личным решением и не суверенным решением украинского правительства либо украинских политиков. Это им сказали, кого, как, с каким функционалом назначить, что ему позволять, что от него требовать и как им контролировать. Поэтому рассматривать Михаила Саакашвили как какой-то субъект, которому украинская земля, украинское правительство дало какой-то политический ресурс, это все равно верить, что палка, с которой бьют собаки, сама приняла решение бить собаку, а не рука и не человек, который принял решение, что с этой палкой делать. Если эти процессы недостаточно видны для людей, которые не разбираются в современных политических процессах, то это можно объяснить тем, что люди занимаются своими бытовыми обычными делами, и они в этих политических процессах не сильно верят и не сильно понимают. Но для нас с вами, которые наблюдают за этими процессами профессионально, либо уже углубленно, либо уже с пониманием вещей, это должно быть очевидностью. Я так считаю. Господин Павлович, мы видим Михаила Саакашвили, еще один антигрузинский шаг. Он пытается стравить иммигрантов из Грузии. Мы позавчера видели, когда он встречался с грузинскими иммигрантами и пытается стравливать иммигрантов с официальными властями. Как вы оцениваете эту ситуацию? Это еще раз подчеркивает именно то, что являлось ответом на первые три вопроса. А именно, если помните, Соединенные Штаты Америки пытались высадиться с кубинскими, уже их мигрантами в заливе Свиней в Кубе. Соответственно, пытались поменять управление Фидела Кастро в Кубе с помощью как раз именно кубинскими же мигрантами, которые были в Америке, которые были тренированы, подготовлены, дрессированы ЦРУ и с руками которых они хотели это сделать. Это излюбленный инструмент ЦРУ, когда хотят решить какие-то свои задачи в какой-то земле, делать это не своими американскими солдатами, не своими американскими солдатами и даже не своими американскими ЧВК. Они это делают обычно именно специально подобранными выходцами из той же самой земли для того, чтобы это выглядело и потом преподносилось для так называемой международной общественности как спонтанный народный протест, восстание и действие того же самого народа, который не хочет и не может больше терпеть этого кровавого, условно современного грузинского режима. И для этого есть, видите ли, демократический белый пушистый, внешний беглый правитель вот этой страны, который хочет спасти свою родную страну. Вот это примерно достаточно такая простая схема действия, но она, к сожалению, работает относительно неплохо за последние несколько десятилетий. Господин Пламен, также и в Украине появляются претензии по поводу Михаила Саакашвили. Также интересно, что его двойная игра также была представлена в Грузии, его партии, он был представлен на пост кандидата в премьер-министра. И как вы можете оценить вот это решение его партии? Когда гражданин другой страны, в принципе, рассматривается потенциально на пост премьер-министра другой страны. Знаете, еще раз вынужден вернуться к той же самой схеме, потому что эта схема колониального управления, она работает именно по тем же самым принципам, не только в районе вашей малой родины или вашей большой родины, то есть расширим это регион. Потому что в 2001 году премьер-министром Болгарии, это фигура, которая равнозначна, скажем так, президента в президентских республиках, то бишь сильная фигура в Болгарии, это премьер-министр, стал иностранный гражданин Семен Сакскобургготский, который был гражданином Испании, то есть это бывший
наследник бывшего болгарского царя, которого свергли 1944 год, а после референдума в Болгарии 1946 год, когда мы приняли решение избавиться от монархии и вернуться к сценарию республики, соответственно, и его сын вернулся с внешней подпиткой, под контролем тех же самых внешних операторов, о которых мы и начали наш разговор. И вот этот человек, не будучи гражданином Болгарии, стал министром-председателем Болгарии, получил по достаточно быстрой процедуре в связи с тем, что вернулся достаточно, скажем так, с медными трубами на болгарской земле, и он правил Болгарией в качестве премьер-министра. Поэтому то, что сейчас Михаил Саакашвили является персоной нон-грата для Грузии, для современного управления Грузией, совершенно не означает, что если у Демократической партии США, либо у других достаточно влиятельных по поводу внешнего контура политической власти Соединенных Штатов Америки есть какие-то планы насчет Грузии через Михаила Саакашвили, они задействуют Украину, которая им тоже является подчиненной территорией, для того, чтобы дать Михаилу Саакашвили достаточный ресурс для того, чтобы он влиял на эти внутренние ресурсы. Это никоим образом не означает, что у украинцев кто-то спрашивал, а хотите ли вы, гражданины Украины, чтобы мы дали какой-то ресурс беглому бывшему президенту Грузии для того, чтобы он влиял на эти отношения и создавал сложности в отношениях между нашими странами. Ничего подобного никто никого не спрашивал. Ему просто дают этот ресурс, его просто озадачили влиять на эти процессы, и он эту задачу выполняет, потому что у него за спиной не Украина, не украинцы и даже не украинское правительство. У него за спиной как раз те приказчики, которые имеют право приказывать украинскому правительству, а кому как это нравится или не нравится в Грузии, его очень слабо интересует, потому что у него есть господа, которые ему говорят, что делать. Примерно именно так это работает, причем не только на вашей земле. Еще раз, это работает везде, для всех стран, у которых нет суверенности. Если мы восстановим наш суверенитет до уровня принимать самостоятельно полезные, разумные, выгодные нам решения для нашей земли, для нашего народа, для нашей территории, для нашей родины, для нашего государства, тогда вот такое допущение таких внешних влияний будет немыслимо, либо не будет бесплатным и безнаказанным для тех, которые себе это позволяют. Пока этого, к сожалению, нет и у вас, и у нас, и в Украине, и в России, мы имеем то, что мы имеем. И это обсуждаем. Да, спасибо, господин Пламен, за участие в нашей передаче. Мы попрощаемся с вами. К нам у нас был в гостях Пламен Пасков. Я временно с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо. Удачи.